Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Как у вас дела? Спасибо, хорошо. А у вас? У меня тоже хорошо. Я одна, что ли? Нет, Дарба есть, Балам есть, Ага. Жадра зашла. Сейчас еще чуть-чуть подождем, еще зайдут. Ага, зайду. Так. Сәлем, Дарбай. Скажите, демонстрация открылась? Игры. Да. Угу. Жадра, здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо, как у вас? У меня тоже хорошо, спасибо. Так, что у нас пока мало? 5 человек, да, всего? Раз, два, три, 4, 5. Нас как минимум должно быть 10 человек, чтобы мы разделились на 2 команды и поиграли. Тогда будет интересно. Зайдут, наверное. Или мы можем, в принципе, не делиться на команды, а каждый будет выбирать вопрос, цену вопроса, и потом я буду ставить балл. Кто в конце окажется самым спортивным? Так. Ну, точнее, самым таким знатоком спорта, да? Так, сегодня у нас какое число? 16. Давайте, пока мы ждем, еще кто к нам зайдет, не зайдет, скажите вообще, как вы относитесь к спорту? Может, кто-то каким-то спортом увлекается? Спорт – это здоровый образ жизни, Мгм. это движение. Мгм. Я занимаюсь упражнением утром. Мгм. Обычно каждый день я так делаю. Утренние упражнения, классно. Да. Мгм. Там планку делаю каждое утро. У меня Здорово. есть любимый вид спорта – Мгм. это волейбол. Ой, у меня тоже волейбол любимый вид спорта, да. Волейбол, и я люблю смотреть фигурные катания, Мгм. когда мне очень нравится. Это Отлично. Так. Еще? Кто еще хочет сказать? Я каждый день, например, хожу около 2 часа. Угу. Ходьба, хорошо. Пешком, да? Пешком. Это спорт, не знаю, спорт, да? Конечно, Примерно. спорт, ходьба. Это как кардио можно считать, потому что вы ходите, и это, ну, сейчас нам Дарбай скажет, как врач, что это способствует чему? Хорошему кровообращению, да? Мышцы в тонус Свежий приводят. воздух. Свежий воздух тоже помогает, способствует улучшению здоровья. Воздух, кислород. Мгм. Это сжигание калорий, да? Да, Если сжигание ходить калорий. пешком. Конечно. Так, еще? Кто-то еще что-то скажет или начнем? Не знаю. Так, демонстрация у всех, да, видно? ЗОЖ Да, видно. выбирает современная молодежь. А что выбираете вы? Да, такая. Так, давайте дальше посмотрим. Сейчас. Так. Что же такое здоровый образ жизни? И что не относится к здоровому образу жизни? Так, вот здесь у нас идет по часовой стрелке, да? Искоренение вредных привычек, то есть избавление от вредных привычек. Так. Жаман әдеттерден бас тарту. Алкоголь, курение, наркотики. Правильный режим труда и отдыха. Ага.
Да, Гульденапай? Правильный режим труда и отдыха, да? Умение регулировать. Ага. От наркотика. Мгм. От наркотиков избавление. Так, к здоровому образу жизни также относится рациональное, правильное питание, да? Рациональное, что значит рациональное? Рацион, да? Соблюдение рациона. Порции правильно кушать, то есть это не Да. сухомятку, да, питаться, не перекусы, полноценно завтрак, обед, да, полдник, Рационально. да, рацион соблюдая. М. Также здоровый образ – это закаливание и занятие спортом, конечно же. Так, идем дальше. Ну что, а вот у нас идут категории вопросов. Раз, два, три, четыре, 5 категорий. Режим дня, продукты питания, вредные привычки, лекарственные травы и мифы о здоровье. Кто у нас начнет и какую цифру выберет? Какой вопрос? Лекарственный, так, вредный. Всем здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, Нурузбай, как у вас дела? Добрый вечер. Хорошо. Мы уже Сами начали. как? Хорошо, Ага, спасибо. да. Так. Ханус, Наурызбай, да, здесь, да? О, наконец-то. Ходил, да? Наурызбай явился, да? Да, дождались. Так, ну что, Гульденапай начнете или Дарабай, кто начнет? Давайте я начну. Я Давай. выбираю не продукты питания, ма? Ага. Какую цифру? 10-й. Давай, 10? начнем. 10. Ага. Этот Да. вопрос, значит, за него будет дано вам 10 баллов, если правильно ответите. Так. Итак, Мгм. читайте. По народному поверью. Откуда вампир? Кто Можете погромче читать, Гульденапай. незаменимое при лечении простудных заболеваний. Кроме того, его употребление снижает риск возникновения. Юля? Сейчас, Дарабай. Не подсказываем друг другу, хорошо? Не, конечно, не будем подсказывать, но если там Гульденапай не может ответить, могу, да, я отвечу. Конечно, да, я буду говорить. Ага. Мгм. Гульденапай, Мгм. прочитали вопрос? Да. Поняли, о чем идет речь? Нет, Урала. Это натуральные продукты, наверное. Да. А какой именно? Вампиры чего-то боятся. Чем отпугивают вампиров? Знаете? Вампир. Не, В фильмах показывают, в мультиках. Ага, овощи. Какой Говорят, овощ? чесноки, Как? чесноки Чеснок. вампир. Чеснок. Чеснок, Да. ага. Так, посмотрим ответ. Да, действительно, это чеснок. Он отпугивает Да? вампиров, и он также способствует лечению, да, при желудочных заболеваниях. Отлично, 10 баллов, Гульденапай, я записываю. Дарбай, ваша очередь. Вопрос и его цена. Что выбираете? Там, мифы о здоровье 50. Ага, мифы о здоровье. Ох, 50, ничего себе. Так. Итак, чтение при тусклом свете ухудшает здоровье. Правда ли, ой, ухудшает зрение, это правда или это миф? Это миф. Так, почему? Ну, потому что, ученые доказали, что это миф. Не знаю. И еще среди моих родственников тоже очень любят читать. Есть такие люди, которые ночью так читали там. Это миф. Короче, миф, я 100% уверен. Ага. Так, смотрим ответ. Да, действительно, чтение при тусклом свете просто неудобно, но от этого зрение не ухудшается. Зрение ухудшается от наших гаджетов, от телефона, правильно? И же, знаете, еще, Юля, есть специальный фонарик маленький. Там книгу открываешь, такой, там, как птичка там.
стоит Да, там, да, да. Устройство там такое на книгу. да, да, на книгу делать. Вот никому не будешь мешать, все это отключен, ты сам по себе читаешь, вот такие устройства есть там маленькие. Так. Так что если вам вдруг будут говорить, что не читай при темноте, да, при тусклом свете, испортишь зрение, не верьте. Книга зрение не портит. Просто это неудобно. Да. И, возможно, напряжение какое-то на глаза есть, но это миф. Так, идем дальше. Жадра, вопрос. Вопрос. Продукты питания 50. Ох, 50. Так. Сейчас. Читайте вслух вопрос. Все это сплошная химия, наносящая несомненный вред нашему организму, но многие очень любят эти сухие, блестящие, требующие горячей воды вредные продукты. Иногда пытаются употреблять их в сухом виде. Так, Есть вариант? сейчас я думаю. Горячей воды, да. Химия, да, это. Если ответ не можешь мне сказать, Так, сейчас Жадра подумает еще немного. Какие продукты мы обязательно добавляем в кипяток? Это, наверное, чай и заварка. Может быть. Подумайте теперь, то, что мы кушаем. Бывает, когда мы торопимся, времени нету, мы быстро-быстро, хоп, зальем кипятком и потом кушаем. Это хлопья или... Может быть, хлопья. Так, Это ролтон или может быть, да, лапша быстрого приготовления. лапша, да? да? Да. Так, ага. Дарбай, вы как думаете? Я не знаю, сейчас посмотрим. Дарбай, Мгм. не слышно вас? Тоже меня думаю, сейчас слышно, да? Теперь слышно. Я тоже хотел сказать, там, лапша быстрое приготовление. Лапша Вот быстрого ролл, там, приготовления. биг бон, да. Ага, так, еще есть у кого варианты? Что это такое? Что за продукт такой? да, Ролтон это. Ролтон. Ну что, смотрим ответ? Ну, Ну, давайте. давайте. Можно употреблять в сухом виде, да, тоже? Да, некоторые кушают в сухом виде. Я в Вот. детстве кушала сухими. А, Жадра, не вы знала. молодец. 50 баллов. Ой, спасибо вам. Так, дальше. Наурзбай, вопрос. Режим дня 50. Ага, режим дня 50. Ох, все берут высокие баллы. Читайте вслух. Самый значительный физиологический подъем и высокая работоспособность человека, но, к сожалению, современный человек это время просыпает. Так, скорее всего, здесь нужно назвать время суток, когда самый значительный физиологический подъем и высокая работоспособность человека, но мы в это время спим. Утро Сколько время? Примерно какое время? примерно 5, 6, 7 Угу. Так, утра. ага. Есть еще варианты? А можно я скажу, Ага. наверное, да, 4 часа утром. Угу. Да, я так читал с интернета. Угу. Так, еще есть варианты? Давайте смотреть ответ. 5-6 часов утра. Наурзбай, вы получаете свои 50 баллов. Так, идем Молодец. дальше. Баллом? Баллом вы тут? Лекарственные травы. Ага. Какой вопрос? 30. 30. Угу. Читайте вслух. Дауста пухнус.
Считалось, что ее боятся злые духи. Так ребенка, который был слишком непослушным, стегали этой жгучим растением не для того, чтобы причинить боль, а для изгнания из него нечистого. Ее успешно применяется в медицине и кулинарии. Она входит в состав многих аптечных сборов. Из нее изготавливают сотни вкуснейших блюд. Во время блюда из этого растения спасали людей от голода. Вов, это Великая Отечественная война. Соғыс кезінде, да? Так, есть ответ? Что это такое? Что за трава такая лекарственная? Совет, семейный совет у Балым с братом. Так. Не услышала? Какой ответ? Жусан. Жусан. Мүмкін. Так, есть еще варианты? Кто как думает? Еще есть ответы? Который хлеб делает из семя, это не этот, из хлеб делает. Бидай? Не, бидай. Сейчас, как это на русском? Пшеница? Да. Вот я думаю. Она жгучая, думаете? Так, еще? Есть еще варианты? Адраспан? Адраспан, может быть. Еще? Мне кажется, она вот ауылда өскендер түсінеді, она везде растет в огороде, эта трава. Зеленая, жгучая. И прикоснешься, уже обжигаешься. Не, кукуруза. Кукуруза? Не знаю. Так. Что, смотрим ответ? Подумаем немножко. 1 минут подумаем. Давайте Это подумаем. острая трава. Жгучая высказание. Жгучее растение. В медицине, кулинарии из нее суп варят из этой травы. В медицине Это же. Не Перец? укроп случайно? Нет, не укроп. Красный перец. Красный перец? Может быть. Так. Что, открывать ответ или еще подумайте? Давай открываем. Лук или... Лук? Посмотрим. Не знаю. Это крапива. Знаете такое растение? А? Знали? Нет. Крапива. Не знали? Она Оказаться, это жгучая. калакай или... Да, кажется. Сейчас я посмотрю точно. Кажется, да. Были варианты жусан, адраспан, лук, красный перец, укроп. Баллом пока не получает 30 баллов, но еще все впереди. Еще игра не закончилась. Так, идем дальше. Кто еще у нас? Талгат ага, вы тут? Талгат ага. Так, Тербай. Выбирать, да. Сейчас. Вредные привычки 50. Ага. Читайте вслух. Крапива – это действительно калакай, Жадра Рахмет. Спасибо вам за ответ. Ринотилексомания. О какой вредной привычке большинства малышей и некоторых взрослых идет речь? Рино. Такой сложный вопрос. Это когда это когда что-то нюхает, да, или? Скорее такое? всего, да. Скорее всего, да. Да, что-то, вот, ну, это типа как токсикомания, она похожа. Угу. Ну, честно, я не знаю ответ. И вот это вот Рино, да, что-то вот похожее на вдыхать, что-то, да, как будто бы. Да, дышать, Угу.
Есть еще варианты Да. ответов? Кто как думает? У нас тут медики еще есть, кроме Дарабая? Давайте посмотрим. Смотрим ответ? Да. А, Что за привычка? Это Это Ковыряться в да. носу. Это называется ринотелексомания. Ничего себе. Вот это да, надо записать, я не знала. Еще такая там сложная, да, когда там, Ринотелексомания, когда люди, малыши, некоторые взрослые ковыряются в носу. Так. Гульдена Пай. Так, Мгм. Дарбай, ладно, в этот раз не получаете 50 баллов, но ничего. Но вы были близки, что-то связано с дыханием носом. Гульдена Пай, вопрос. Ага, вопрос. Режим дня Ага. За сколько? 40, 40. Угу. За 40 баллов. Так. Считается, что 5 минут этого действия заменяет 40 минут отдыха. Угу. Какое-то Что, 5 минут действие мы это делаем 5 минут, и это нам заменяет целых 40 минут отдыха. Что может делать 5 минут? И отдохнуть, как будто 40 минут отдыхали. Когда мы чуть уставаем, Когда мы чуть-чуть дремлем, да? Когда мы спим немножко. 5 минут это уже мало. Только уснешь, уже просыпаться надо. Давайте я дам маленькую подсказку. Это... А? Подсказка. Это какая-то эмоция. Эмоция. Смех. Да, Смех. сейчас. 5 минут. Когда мы 5 минут смеемся, смех. Смех. Так, это было 40, да, баллов? Вам еще 40 баллов. Гульдена Пай пока всех опережает. 50 баллов. Да. Хотя нет, вы же брали за 10 баллов, теперь у вас, как у всех, по 50. Так, Спасибо за подсказку. нет, за что, идем дальше. Так, кто у нас там дальше? Жадра, вы тут? да, да. Ваш вопрос? Я выбираю мифы о здоровье. 30. 30. Угу. Итак, морковка может улучшить зрение. Это миф или это правда? Это... Я слышала, что морковь поможет в росте, да? Угу. А насчет зрения? Улучшает или А нет? насчет зрения, я думаю, это да. Это не миф. Действительно, морковка улучшает зрение. Да, я так думаю. Угу. Так, еще есть кто как считает? Есть еще мнение, идеи? Я Улучшить зрение. Улучшает, да? Может Да. улучшить. Так. Дарбай, вы как эксперт, скажите нам, как вы считаете? Нет? Почему? Я не могу, нет, наверное, миф это тоже. Вы Особо там. думаете миф? Да, думаю. Я Ну, думаю, это не точный ответ. Это не точный ответ. Угу. Так, баллом? Правда. думаю, это миф. Миф. Баллом говорит, что это миф. В общем, так, давайте еще есть ответы еще? Если Да, сейчас... Это миф. Так, если сейчас ответ будет мифом, то мы 30 баллов разделим между Дарбаем, Балом и... Кто только что ответил последний? Наурзбай? Наурзбай, да. Так, давайте посмотрим ответ. А если же Жадра была права, то все 30 баллов достанутся ей. Ага. Читайте, Жадра, ответ. Морковь на самом деле содержит витамин А, но потребление большого количества этого витамина не улучшает наше зрение. Ой, Это миф, я да? была не права. Тогда я добавляю буду 10 знать. баллов Дарбаю, 10 баллов Наурзбаю и 10 баллов Балом. Так. Но зато теперь после ответа все мы точно убедились, что морковка не улучшает наше зрение.
Хотя я всегда Понял. думала, что улучшает. Так, идем дальше. Наурызбай. Режим дня 30. Угу. 30. Ого. Кто такие... так, сейчас я пойму сама, что тут имеется в виду. Совы? Какая-то закономерность? Что тут такое? Голубь. Голуби, какие-то птички, какие-то совы. Что нужно найти? Я сама не пойму. Или общая тема Да. этих. Общая типа, закономерность. Сам 3 сказал. фото, один слово. Да, 3 фото, одно слово. Так, тогда. Сейчас. Режим дня, значит, это должно быть Мгм. связано, скорее всего, с активностью человека. То есть это Да, утро, я это тоже. обед, или это какое Там, время? там сова, там ранняя пташка, они же разные, там сова ночью просыпается, там ранняя пташка рано встает, может, это Мгм. такое. Или не так. Это птица как называется? Это маленькая там стоит. Не знаю. Сова ночью. Они отдыхают или как? Воробей, наверное. Воробей? Не знаю. Вот я сама что-то не могу понять. Давайте посмотрим ответ. Если что, Наурызбай вам Мгм. засчитаем, потому что я сама не пойму, чего они хотят. Я эту игру нашла в интернете, просто не сама делала. Хорошо. Нравится вам. Мгм. Вот, да, это типы человека. Совы, да, которые ночью в основном бодрствуют, больше работают ночью. Жаворонки, Да. которые рано просыпаются. И голуби, которые днем активные, вечером и утром пассивные. Как-то так. Ну, в принципе, вот, вы все были понемножку правы. Давайте я всем по 10 баллов дам. Это сколько было? 30 баллов? Раз, Да. два, три, 4, 5. 30 на 5, каждому по 6 баллов я приплюсую. Мгм. Так, идем дальше. Баллом? Продукты питания. Ага. Так, сколько? 40. 40 продукты питания. 40. Мгм. Что это такое? Смесь сахара? Смесь сахара, химии и газов. Ага. Это какой-то вредный продукт питания. Газировка. Так, газировка. Смотрим ответ. Та-дам! Газировка. Кока-кола, пепси, фанта – это все газированные напитки. Поэтому я добавляю вам 40 баллов. Баллом идем дальше. Так, сейчас баллом всех перегонит. Подождите, она только начала. Так, кто у нас еще тут заходил и молчал? Ербулат, вы тут? Талгат ага. Наши молчащие игроки. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут игра происходит. Выбирайте вопрос. Да, я чуть еще не понял. Давайте после один человек. Ну Точно. хорошо, хорошо. Тогда Гульдена Пай. Ага. М. Режим дня. 20 Мгм. часов Так, режим дня. здоровьем. Миф давай. Читайте. Наиболее благоприятное время ложиться спать. Наиболее благоприятное время ложиться спать. Вечером 9 часов. Мгм. Ваш ответ вечером в 9 часов, да? Ага. Так. Еще есть варианты ответов? Вечером 9, 10 часов. Да, 9-10 часов. Жадра 10. Ага, Дарбай 9-10. Так, давайте 9 посмотрим. рано, да? 9-10, да. Тоже 9-10. Действительно, вы правы, Гульдена Пай. Между 9 и 10 часами. А мы все, кажется, не ложимся никогда вовремя, да? У нас сейчас урок Да. идет, когда спать надо. Ох. Так, сколько я вам должна была прибавить? Вот у меня память. 20. Ага, идем дальше. Дарбай. Гульдена Пай еще плюс 20 баллов.
Супер. М, Ваш вопрос? Сейчас. Мифы о здоровье 40. Мгм. Читайте. М. Мобильные телефоны создают значительные электромагнитные помехи в больницах. Это правда или это миф? Не, это миф, это миф. Это неправда. Они не Да, создают неправда. никаких помех. Да, нет. Ну, есть, ну, так, чтобы там такой серьезный. Это правда. Так, Наурзбай думает, что правда. Еще есть ответы? Я читал, что Я iPhone думаю, 12, это правда. Балым тоже iPhone думает, что правда. 12 такой. Ага. Что там с iPhone 12 не так? Не покупайте iPhone 12. Магнитные Он, помехи. Ну, я так читал, что создатели сами мойындаган. Сами поддерживают это мнение, да, что они создают помехи. Да. Так, ну что ж, посмотрим сейчас ответ. Потому что в больнице много медицинских приборов. Ага. Спасибо, Балум. Так, смотрим ответ. Давай, читайте. Вслух. Микрофон выключен. Исследование проведено в 2012 году. 300 тестов не зашло ни одного вида помех в 75 палатах. Дарбай, вы были Да. правы. Не создают телефоны помехи сильные. Если бы телефоны создавали помехи, то врачи бы как друг с другом разговаривали? Все же сейчас со смартфонами ходят, да? Ну, Да. конечно, это- наверное, какие-то помехи создают, но незначительные. Так. Да? 12-й год это, да? Да, 12-й год. Ну, может быть, сейчас уже и создают, да? Айфоны 12. Да. Так, Да. Дарбай, вам 40 баллов прибавляется. Так, идем дальше. А вот у меня вопрос возник насчет телефонов ко всем вам. Вот на заправках есть такой значок. Нельзя пользоваться сотовыми телефонами. Почему? Что этот значок обозначает? На автозаправках. Кто знает? Лаңдамау үшін. Чтобы не отвлекаться, наверное. Чтобы не отвлекаться. Нельзя пользоваться мобильным телефоном. Ага, нельзя пользоваться табличкой, действительно. А почему? Потому что помех идет. Помехи. Там создается помехи. Мгм. Да, действительно. Создаются помехи. Так, Жадра, ваш вопрос. Вредные привычки 40. Ох, не хотят маленькие баллы брать. Все берут 40-50. Молодцы. Так. Расскажите, кому же вредит эта вредная привычка? Кому она вредит? Кому же? Кому наносит вред? Ну, курящим. Курящим? Это и стоящим рядом Ага. курящим, да? Да, курящим и тем, кто стоит рядом с ними, стоящими рядом Да. с курящими. Все правильно. И если он курит в одной комнате, Ага. то вредность этого Ага. будет больше. Мгм. Потому что второй, кто не курит, а дышит запах, да, вдыхает, Да. он пассивный курильщик, да? Так, а вообще Мгм. каким людям вредна эта привычка? Детям, молодым, пожилым? Да, конечно, первым очередом Ага, в детям, первую очередь. потом Ага. в первую очередь детям, потом беременным Мгм. и старикам, Мгм. и у кого есть это хронические болезни, наверное. Мгм. Так. Вы были абсолютно правы, Жадра. Вообще всем, да? И вы еще обозначили все Да. ответы и самому курильщику, кто находится рядом с ним, будущим детям и тех, и других.
Вредит. Мгм. Так, 40, да, баллов, кажется? Вредные привычки 40 баллов, Жадра. Да. Так, Наурзбай. Так, сейчас. Да, я тут. Вопрос. М, Вредные привычки 30. Мгм, вредные привычки 30. Так. Хруст. Мгм, когда хрустят, да, суставами. Да. Что это такое? Как это вредит или не вредит человеку? Вред есть от этого, когда мы хрустим пальцами или нет? Я слышал, что это, м, это плохо для Мгм. суставов. Или халай Да, бундарға, для суставов, все правильно. для суставов. Мгм, Сары су жиналады деп естігем, білмеймін, рас өтірігін. Оқып Мгм. көрмеппін бірақ. мгм. Действительно, да, это вредно щелкать пальцами, потому что вот эти места, суставы, которые мы постоянно хрустим, у меня тоже есть такая привычка, потом вот они становятся как на картинке, да, выпуклыми. Да. Так, результат такой. Так, и вам добавляется 30 баллов. Так, идем дальше. Баллом. Вопрос. Так. Я выбираю продукты питания. Сколько? 30. 30. Мгм. 30. Так, что это такое? Белая смерть. Какой продукт называют белой смертью? Белая горячка. Так, подождите, не подсказываем. Сейчас Балом подумает. Не так? Ты не Наркотик. Наркотик? Так, Балом, это должен быть какой-то продукт питания. То, что мы каждый день используем, добавляем в пищу или кушаем так. Сахар или соль. Так, еще? Есть еще вариант ответа? Пищевая сода или... Так. Где на Я пальце? думаю, что это сахар. Так, сахар, соль. Так, еще? Давай. Что-то я не могу припомнить, где-то слышал. Так, Белая смерть, соль. Я думаю. Балом была права. Сахар или соль? Ну, соль, Соль. действительно. Хотя Мгм. сахар тоже очень вреден. Много, если кушать сахар, это тоже вредно. Но хотя мы каждый день добавляем в еду соль, да? Мы не можем, кажется, без соли. Сахар, Так, сладкая смерть, да, называют? наверное, да. Так, 30 баллов Сахарный балом. диабет. Сахарный диабет, А? да. Так, Ерболат? Ерболат ушел? Да. Мифы о здоровье. 20. 20. Так. Читайте. Человек использует только 10 ресурсов своего мозга. Как вы думаете, это миф или это правда? Миф. Это миф. Так, Я посмотрим ответ. слышал и Можно Я мне думаю, сказать? это правда. Да, я тоже думаю, это правда. Так, Ерболат, читайте ответ. согласно последним данным, в Потому течение что дня ученые мы это зайдем доказали. около 80% клеток мозга для решения повседневных проблем. Итак, это Это миф получается, да? Да, мы используем каждый день 80% мозга. Хотя я тоже читала, что ученые доказали, что всего 2% мозга задействовано. Да, Да, я да, тоже я где-то 6-7%. Нас обманывают, да?